Короче, ребят, установил примерно на 50, я его положил уже, примерно 50 метров банку. Попробую, попаду или нет. Попал. Значит, пока там пристреливать ничего не надо. Ну и еще один. Пускай 2 патрона уж будет. Ла, тула. Как с этой? Попал. Значит, пристреливать ничего не надо. Баня по черному была, переделал. Опа, там обычная печка сейчас стоит, железная. Ну, сейчас глянем, посмотрим. Угу, отлично. Вот. В оптическом прицеле я крутить ничего не буду. Если я чуть-чуть, ну, один щелчок покручу, там на 3 сантиметра уже выше пойдет. Отлично. Первая вот сюда, вторая я видел даже патрон. Пуля. Вот здесь вторая. Отлично. На рябчика пристреливать ничего не буду. В общем, разогнался и еще несколько раз стрельнул. Просто все отлично. Просто все идеально. Так банка стояла сперва, потом он упал. Последний выстрел, вот он. Вот. Это экспансивным бахнул один раз, чуть-чуть левее пошла. Здесь обычный патрон. Так, раз, два, 3, 4, 5, 6 штук шмальнул. Вот он. В общем, все в банку. Вот такая куча. Это считай в попыхах туда-сюда ходил там. Ну, без пристрелки, ребят, не советую на охоту выходить. Даже погода меняется. Скажем, вы зимой пристреляли, обязательно осенью или весной пристреливайте, когда вы ходите на охоту. Даже вот осенью несколько раз давление меняется, и уже пуля тоже. Были у меня промахи из-за этого, именно из-за погоды. Пристреливаю, а потом иду на охоту. Через неделю погода меняется, стреляю, уже не попадаю. Опять уже пуля играет, давление давит, что-то там. Ну, эта банка совсем, скажем, не такая большая. Где-то диаметр от силы 7 сантиметров, наверное. Так, сейчас я дернусь. Именно вот так. Вот так стояла. Вот так стояла. Все. Тулан в будке. Вон он. Ему хорошо, комфортно там. Много сена. Вот смотрите, здесь уже утеплил. Тык-тык-тык-тык. Все четко. Мхом там все щели, чтобы, вот скажем, бывает ветер низом идет и прям в избушку. И здесь еще осталось. Потому что, смотрите, и тут все уже утеплено. Все классно, как и надо. Сейчас я этот брусок поставлю сюда и тоже все щели закрою. И будет комфортно тут ночевать. Не будет продувать. Конечно, не скажу, что будет жарко там, бля, пол. Нет. Но основной ветер, вот эта затычка будет защищать от ветра. А весной уже все обратно откроем, чтобы все продувало там, сохло. Как всегда, ребят.
А, вон, наконец-то увидел, как высоко они летят. Ой-ой-ой, сколько их там. 150-200 примерно штук. Ну, не приблизить, конечно, это. Очень высоко поднялись. Летят на запад. Огромное количество гусей. Второй день уже я вижу их. На севере похолодало жестко. Ну все, возле избы я закончил. Немножко заготовил дрова. Это ночью я буду подкидывать. Ну, раза два, наверное, все равно придется встать. Чтобы подкинуть, чтобы не погасла печка. Если крепко спать, то можно и до утра спать. А я обычно еще подкидываю. Вот отсюда начал сжигать. Вот. Там еще под елками там этот валежник спиленный есть. Тоже сырые. Ну как сырые? Они сухие, дождя нету, сухие. Все сухое, везде все сухо. Воды вообще нигде ничего нету. Вот такие дела. Примерно так. Все надо что-то быстро-быстро делать. За водой сходил, 2 ведра еще принес воды. В принципе, до утра хватит мне. Сейчас я буду готовить скоро. Суп буду готовить. Вот ведро чистой воды. И вон там еще второе. Умывальник повесил. Наверное, завтра эта вода все замерзнет здесь. Не знаю, посмотрим. Это уже завтра увидим. Тут все четко получилось. Мох под ногами. Хорошо. Не надо где-то искать. Капитально все закрыл. Сейчас ветер точно не будет попадать в избушку. Печка топится. Как паровоз сейчас гудит. Появилось второе дыхание у печи. То еще уже как бы там все засорилось. Вот. Здесь весной укреплял крышу. И это мои зрители видели, смотрели, как все это происходило. Можете посмотреть там в плейлистах весенние походы вот эти. Увидите. Сейчас крыша уже точно нигде ничего не продавит. Вот. Хорошо. Просто отлично. На улице прохладно. Не жарко сейчас. Самое то для охоты. Для ходовой охоты. Смотрите, какой наваристый кашу сварил тулану. С тушенкой. Немножко посолил. Вообще классный ужин у него будет. Ну и сам тоже начал варить суп. Сейчас приготовлю все это дело и будем ужинать. Сапоги вон туда поставил, пусть подсохнет, отсырели. Вечереет на улице уже. Вот и ужин долгожданный. За целый день я сегодня ничего не ел. Колбасу с хлебом, все, больше ничего. Сварил быстрый суп. Какой-то новый суп положил там. Какие-то буквы, хрен пойми что. Вот. С чесноком буду есть. Радио к антенне подключил, но бесполезно, ничего не ловит. На улице уже, ну, можно еще без фонарика ходить, но уже темно становится. Время 16 часов 25 минут. Что-то тоже на сон тянет. Сейчас отужинаю и спать. Рано, конечно, но суп нормальный. Даже очень вкусный. Не, реально вкусный.
Вот такой день был сегодня, ребят. В основном показал, как я ехал. Плыл, поднимался против течения по Таежной реке. Завтра какой день будет, немножко также поснимаю, но в основном тоже буду снимать на быт. А в лесу, если будет там кого снимать, конечно же, с радостью буду включаться. И если будет что добывать, конечно же, и все это я буду снимать. Но вот за сегодня, что я, сколько километров я плыл, кроме уток я ничего не видел. Ну, в одном месте, наверное, еще бобр или выдра там была. Утки на основной, на большой реке были. А на малой реке ни одной утки не было. И ни одного рябчика я не видел. Вот. Тулана накормил. Сам уже тоже как бы здесь полежал. Поковарил суп. Матрас теплый сейчас уже. Нагрелась, согрелась. Вот. Ну, больше и рассказывать нечего. В принципе, все снимал, показывал. Буду есть. Плотно, много. Потому что утром аппетит не очень. Сейчас хорошо отужинаю и... Ну, завтра, может, это согрею или же яичницу пожарю с утра. Как бы сперва надо мне доесть вот это скоро портящие продукты. Вот. Молоко там, кашу варить. Яичницы готовить. А все остальное уже можно и чуть позже, как он хоть полмесяца там вот эти сухпаи, консервы, ничего с ними не случится. Вот. Завтра побродим по сосновому лесу, по ельнику, там может рябчики будут. Что-то у меня сегодня вообще в эту поездку настроение не очень. Вот этот прогноз, что я плыл и ни одного рябчика не видел, это сейчас побродим недельку, вот везде побываем и уже видно будет. Ладно, давайте, ребят, до завтра. Завтра встретимся снова, отдохнем. Гуси летели сегодня вечером в основном. Вот. Все, пока, до завтра. На улице минус 2 градуса. Нормально. Я думал, холоднее будет. Туланчик. Небо-то затянуло. Всю ночь было такое чистое небо в звездах. А сейчас все капитально затянуло в облаках.
Печка дымит. Птицы уже поют с утра. Ну что сказать. Первое утро. Туман вышел из будки. Первое утро второго дня нашего похода. Спалось. Знаете, вот 12 часов я спал. Местами спал, местами так. Все слышал. Потому что 5 часов вечера я уже лег. Потом в 9 вставал. Засыпал или нет, не могу сказать. А к утру я заснул и капитально. Печка потухла, в избушке тепло было еще. Потом будильник позвонил, там прозвонил. И дай, думаю, встану уже, чайник поставлю. Ну, утро тихое. Еще где-то полчаса-час буду в избушке, потом уже выйдем на охоту. Сперва будем ходить, как и вчера говорил, по сосновому лесу. Ну и посмотрим по ходу там, что будет, как будет, буду снимать. Местами буду включаться, все не поснимаешь. Вот. Самое главное, небо в облаках. Я уже, знаешь, такой прогноз, что, минус 10 показывало. Если минус 10 будет, я отсюда не смогу выехать. Вода мелкая. Вода мелкая. И просто таежная речка мелкая, и она быстро может там льдом закрыться, и все. Ну так. Думаешь одно, а как сказать, может все наоборот быть. Вот так. Пока все нормально. Будем охотиться. Поймал одну волну. Ну, до 6 утра он будет работать. Какой-то божий канал. Про Бога песни поют. А все остальное ничего не ловит. И только если поймает, какое-то еле-еле слышно китайские волны. А в 6 утра он просто тоже заглохнет. С 6 вечера до 6 утра более-менее что-то можно поймать. Время я уже, получается, без 5-6. Ну, сегодня первый день такой не в спешке. Надо мне примерно знать, во сколько расцветает, во сколько темнеет. Именно в тайге. Я дома-то, как сказать, тоже смотрел на улицу, во сколько темнеет в основном. Чтобы по светлу еще возвращаться домой. Не люблю, как под фонариком в темноте, это не очень приятно. Ходить в лесу. Завтра уже, возможно, в 6 часов я уже буду в пути. Потому что в 6 часов уже все уже светло. Завтракаю. На завтрак у меня колбаса. Все равно это надо доесть. Как бы принес. Взял термос, кипяток. Сыр взял. Не знаю, сколько времени я буду ходить, но продукты взял. Если будет дичь, больше буду ходить. Если нету, там буду место менять. В одном месте посмотрел, в другое место еще сходить можно.
Тулана тоже накормил. Да, у него всегда в миске каша будет. Как захочет, съест. Щущукаться я и не собираюсь. Не стану я колбасой кормить его. У него каша с тушенкой. Тоже нормальная еда. Не каждой собаке такое дано. В основном у нас на охоте для собаки варят картошку или кашу. Без какого-то либо добавок. Обычную кашу или картошку в мундире. Все. Потроха у боровой птицы для собак идут. Остатки еды, во что-то, скажем, суп осталось. Это тоже собаки. Корки хлеба там. Я обычно корку мало когда ем. Все это собаки идут. Сейчас без 5-6 уже все. Радио сдохло. Я же говорил, с 6 вечера до 6 утра. В основном китайская волна. И сейчас. Слышите, как шоркает все. Тулан туда ушел. А здесь рябчик. Где-то в этих местах он отозвался, самец. Ну уже мы пошумели, блин. Листва, капец, все замерзло. Тулан залаял и перестал. Так азартно начал лаять. А он улетел, птица какая-то. Хороший сосновый лес тут. Бля, замолчал вообще. Даже не понял, с какой стороны эхо вокруг. На улице тихо, безветренно. Вчера штормило, сегодня тишина. О, по пути. Нет, это уже пустоту лает. Птица улетела. Азартно первого начала так лает. Воу-воу-воу. И перестал. Это говорит о том, что дернулась птица. Улетела. Потом он вернулся на то место и не азартно лает. Ладно, по пути посмотрим. Еле слышно. Что-то строгий лай совсем. По звериным тропам иду. Как же далеко. Первый лай он прекратился, потом подходил ко мне и дальше пошли. Я не видел, кого он лаял. И сейчас смотрите, как он далеко. С остановками лает. Строгий лай какой-то интересный. Вон Тулана увидел. Он перестал уже ко мне навстречу уже идет, наверное. Опять не увидел, кого даже он облаивает. Да, навстречу уже идет. Где-то я здесь фотоловушку оставлю, потому что здесь, видать, звери ходят. И кого-то облаял. Значит, есть шанс кого-то заснять. Птица или еще какой-то зверь. Вот, блин, а. Далеко ходит, блин. Это не очень хорошо. Когда собака далеко от тебя.
облаял. Но в этих местах где-то вот тут ягель начинается. Хорошие места. Ну, вторая сработка у Тулана и без толку. Первый перекур. Тулану подушку дал. Конфеты. Вот такие конфеты. Подушечные. Розовый чай. Чавкает. Все, хватит. 2 штуки уже дал. Сейчас он ляжет. Вот так. Ну что у нас происходит? Да пока ничего. Пустота. Птиц я еще не видел. Звук крыла не слышал. Не знаю вообще, где-то они тут есть или нету. Сейчас буду устанавливать фотоловушку. Установлю фотоловушку и пойду дальше. Наверное, дальше побродим по ельнику. Может, рябчика там увидим. Сегодня с собакой хожу. Первые дни буду с собакой ходить. Потому что непонятно, какие звери тут есть или нету. Вот. А потом уже без собаки на рябчика. Думаю, более удачнее охота будет, чем с Туланом. А глухарей пока не видел. Надежда была здесь увидеть. Вообще ничего нету. Очень странно. Ну, фотоловушка вот она. Я уже приготовил. Уже 2-й год им пользуюсь. Что будем ставить. Пока мы здесь. Здесь оставлю. Потому что в этих местах я еще буду ходить. С разных мест. Но к этой тропинке буду ходить. Бывает. В одну сторону пойду, потом по навигатору поймаю эту тропинку, уже здесь напрямик буду спускаться. Или же с другой стороны откуда-то. Так что мне здесь оставить самый удобный вариант. И не надо куда-то ходить еще в сторону, чтобы там, фотоловушку, чтобы не забыть. Нет, здесь у меня именно на самом удачном месте будет стоять. Здесь ягель, сзади болото. Думаю, кого-то заснимет там. Может, олени пройдут, медведь. Или же глухарь. Надежда вот на таких зверей. Конечно же, хочется посмотреть волка. А лоси тут, я думаю, не ходят. Только проходные, если. Да и то редко-редко. Вот. Ну, включился, рассказал, что происходит. И дальше пойдем. Сейчас еще чай попью.